Ну, давайте вернемся к нашей теме. Западная астрология в 20 веке, ренессанс астрологии, связанный с 20 веком, она пошла по пути сциентизации. Вот эта программа сциентизации астрологии, она связана главным образом с именем Мишеля Гаклена. Наверное, вам известна эта фамилия. Это человек, который начал внедрять, использовать статистические методы в астрологии. И основная программа идеологическая, трансформация астрологии в этом ключе, она связана с тем, чтобы убрать такую мистическую, оккультную, эзотерическую составляющую, а сделать астрологию некой наукой, неким фундаментальным знанием, которое основано на статистике, на теории информации, на каких-то формальных выводах. И насколько этот подход реализуем, сложно сказать. В принципе, наверное, реализуем в какой-то части, а может быть, в какой-то части не реализуем. Но для нас важно что? Что в желании реализоваться как наука, как формальная такая система, астрология потеряла ту часть, которая существует в Джьотиш. И которая связана с бинарной структурой этого знания. О чем идет речь? Я всегда рассказываю такой пример. У человека две руки, правая и левая. Да? Можно ли жить с одной рукой? Наверное, ответ очевиден, конечно же, да. И даже при определенных условиях можно водить машину. Но, если у вас одна рука, вы не можете играть на флейте. То есть музыка и тонкие, скажем так, какие-то тонкие мероприятия, которые осуществляются человеком, они недоступны. Что такое в применении к нашему существу правая и левая рука? Не в метафорическом смысле. Это рациональное знание, рациональный подход, который основан на линейном, формальном мышлении. И то, что мы называем вторая часть, то, что мы называем интуиция, подсознание, творчество, предвидение, прорицание. Много слов, которые обозначают эту область. И высшее постижение, практика, серьезное достижение, допустим, в каких-то вещах, связанных с пониманием судьбы человека, пониманием сущности его, коррекциями, оно связано с тем, что мы интегрируем две части. И именно этот факт, именно эта позиция важна для нас в современном мире. То есть для нас важно исследовать эту древнюю традицию, древнюю практику, для того, чтобы понять, как же это работало в мире. Потому что Джьотиш устроен бинарным способом. Есть часть, которая формальна, которая автоматизируется, алгоритмизируется, а есть часть, которая относится к интуитивному пониманию. Но это интуитивное понимание также имеет свои законы и принципы. И если мы поймем эти механизмы, если мы поймем эти структуры, принцип мышления в такой логике, то это можно использовать в других отраслях. Это можно использовать и в бизнесе, и в принятии решений, и в понимании собственной жизни человека, и в коррекции судьбы, в чем угодно. То есть для нас важно именно это, для людей 21 века. Не изучение Грига Ворона и применение тех практик, которые были актуальны в 8 веке, потому что жизнь изменилась невообразимо. И механически мы не можем это делать. Но использовать это как принцип, использовать это как образец, который мы имеем реальной практикой, реально действующий механизм, который прошел проверку временем. Если мы поймем, как он работает, если мы найдем принцип его работы, то мы можем использовать его в нашей жизни. За этим нужно изучать Джьотиш. За этим мы этим занимаемся. То есть мы идем туда за тем, что можно применить в нашей жизни. Не в религиозных целях, не в целях каких-то поклонений божествам, или не изучение каких-то текстов чисто культурологических целях. То есть это практическая деятельность. И теперь мы можем перейти, почему нужен санскрит.